логика, то есть тут все понятно, все по полочкам, есть своя, скажем так, красота в математических формулах. В идеале почти там весь научный мир стремится к тому, чтобы секунда моделирования процесса, соответственно, по расчетам занимала секунду. Интересуешься наукой и прогрессивными идеями? В проекте «Наука-наука» мы расскажем о молодых ученых Удмуртии, их исследованиях и достижениях. Мы познакомим вас с лучшими и перспективными, теми, кто знает, как устроен этот мир с научной точки зрения. Меня зовут Никита Сергеевич, я математик, ученый. Так получилось, что после того, как я закончил университет, научный руководитель меня позвал к себе, тогда еще не в УДГУ, а в институт механики, прикладной механики. Но я там остался, так и работал там с 2011 года. С математикой, в принципе, в школе я всегда нормально дружил. Да, сама красота математики, логика, то есть тут все понятно, все по полочкам, есть какая-то своя, скажем так, красота в математических формулах. Помимо преподавания, с 2011 года я занимаюсь параллельными вычислениями, то есть пишу программы, которые работают параллельно. Моя цель именно ускорить работу алгоритмов, уже известных. И там, соответственно, как-то переделать, чтобы они эффективно работали на параллельных машинах, на кластерах, на каких-то серверах. Здесь у нас расположен ряд серверов, которые объединены в один вычислительный кластер, которые нам как раз позволяют ускорять вычисления. Вся задача параллельных вычислений заключается в том, что нам необходимо алгоритм разбить так, чтобы он считался одновременно на нескольких вычислительных узлах. Моделирование, скажем так, десятой секунды какого-нибудь физического процесса может занимать при точном решении от суток до недели и так далее. Соответственно, это на практике неприменимо. Поэтому мы пытаемся как-то численно, скажем так, приближенно получить какое-то решение, которое бы нам по точности удовлетворяло. В идеале почти там весь научный мир стремится к тому, чтобы секунда моделирования процесса, соответственно, по расчетам занимала секунду. С моим научным руководителем, с коллегами, то есть мы как минимум 2-3 работы в год выпускаем. Есть, соответственно, несколько, даже может несколько десятков уже за 15 лет набралось работ в международных изданиях зарубежных. Получал, когда учился, стипендию президента Удмуртской республики. То есть получил грамоту благодарности от правительства Удмуртской республики за вклад в науку. Просто сделать что-то для нашего мира лучше, потому что ушел в преподавание. То есть дать какие-то новые знания, может быть, совершить какое-нибудь открытие, которое бы повлияло на мир в целом.